ж, доброе утро, уважаемые телезрители. Это утро Якутии, я бы даже сказал, новогоднее утро Якутии, потому что уже вот совсем скоро, да, все пробьется, мы встретим 2023 год. И по традиции мы решили наш последний, крайний эфир этого года, конечно же, встретить в необычной атмосфере. И сегодня вместе с вами, вместе с пассажирами вот этого поезда мы поедем по маршруту Нижний Бестях-Алдан. Почему мы решили встретить новый 2023 в поезде? Каждый раз нам приходится встречать Новый год либо весело, либо не очень. Но где бы мы ни находились, главное, чтобы праздник всегда был в нас самих. А в поездах и плацкартах есть какая-то своя особая романтика, и создается она необычной атмосферой. И иногда даже некоторые люди стремятся, чтобы встречать Новый год в дороге или где-нибудь в необычных местах. Кстати, ребята, был ли в вашей жизни опыт подобных новогодних встреч? Ну, у меня лично не было, но я надеюсь однажды воспользоваться воздушным транспортом и пролететь с одного конца нашей страны до другого конца и попытаться несколько раз встретить Новый год, ну, сменяя часовые пояса, естественно. Ну, интересно. Ну, а для меня это будет первый такой волшебный опыт, и я жду с нетерпением сегодня разных сюрпризов и волшебства. Я в поезде также встречаю Новый год в первый раз, но был у меня необычный опыт по маршруту Нижний Бестях, Хангаласский Улус, Титары. Однажды в полночь мы застали на середине реки, и тогда запускали салюты, и это было что-то удивительное и по-настоящему волшебное. Ну, вообще, посмотрим тогда. Все мы тут первопроходцы именно в поезде встречать. Тем не менее, вообще, есть множество разных отраслей, которые круглосуточно работают, чтобы обеспечивать нашу жизнедеятельность. Железнодорожное сообщение не исключение, несмотря на то, что Якутия не полностью им охвачена. Тем не менее, какая-то часть нашей республики уже спокойно катается на поездах. И поэтому железнодорожники тоже люди, которые круглосуточно обеспечивают жизнедеятельность нашего региона. И сегодня, пока мы едем 400 километров от Нижнего Бестяха до Алдана, мы в том числе расскажем о нелегкой и интересной, самое главное, работе железнодорожников. Ну и не только, вообще поговорим о разном, и вот будет много всего интересного. Да, ждут нас встречи со случайными попутчиками и поделимся с вами рецептом новогоднего блюда прямо из вагона ресторана. Ну а по прибытию в Алдан отправимся в дом помогать детишкам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родительства. Команда «Утро Якутии» возьмет на себя смелость и выступит в роли Деда Мороза и Снегурочки для того, чтобы подарить подарки детям, а также подарить им новогоднее настроение. Ну что ж, пора, так сказать, произвести посадку в наш поезд и отправляться в путь. Да, вот эта известная всем фраза «поехали», она как раз кстати. Ну что ж, мы обустроились в нашем новогоднем купе. Посмотрите, какая красота, атмосфера праздника невероятная. Ну и самое главное обустройство в любом поезде, это, конечно, достать все свои лакомства, которые вы взяли в дорогу. В нашем случае это выпечка, немножко овощей, сырочек и так по мелочевке. Ну, обычно это что? Самое стереотипное, конечно, кура-гриль, вареные яйца. Ну и, может быть, что-то из завариваемой лапши или пюре. Какие-то бутербродики, да? Да. Угу. Ну, кстати, ехать нам почти 11 часов.
часов. Есть о чем поговорить, что обсудить. Кстати, неплохо было бы сейчас согреться. На улице как-никак холодно, и выпить горячего чая. И время, кстати, вспомнить о главной фишке, о главном, наверное, одном из символов железной дороги. Это, конечно же, вот эти подстаканники железные, со стаканом да, внутри. да. И чаек, который приносит проводник, добрый, милый человек. А вот как раз, смотри, как вовремя. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного чаепития. Спасибо большое. Как проходит ваше путешествие? Отлично. Очень замечательно. Все только начинается. Мы только рады приветствовать гостей в нашем поезде. Ну что ж, чай у нас появился, вот этот, о котором мы говорили в подстаканнике. И самое главное, у нас есть уникальная возможность пообщаться с человеком, который ближе всех из системы железнодорожной, наверное, находится к пассажирам. Это проводник Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят, здравствуйте. Мы рады видеть таких приятных гостей у себя. Спасибо большое. Нам Часто тоже бывает. радостно, что есть возможность пообщаться. У нас сегодня такой новогодний выпуск, новогодняя тематика. И хотелось бы узнать, по долгу профессии приходилось ли новогоднюю ночь на работе во время маршрута, во время рейса встречать? Да, довольно-таки часто. Проводник – это профессия такая, разъездной характер работы. Да, был такой случай, один уникальный прям. В двухместное купе попадается молодой человек и девушка, абсолютно незнакомые друг другу люди. И девушка категорически не хотела ехать с молодым человеком. Прям вот как я ее не уговаривала, но не было вариантов, куда ее перевести. Единственные два свободных. Да, единственные два свободных места и абсолютно чужие друг другу люди. Ну, как бы там ни было, поезд поехал, и она поехала, до станции назначения все вышли. Где-то через полгода я стою на посадке и встречаю этих двух молодых людей, а у них уже две одинаковые фамилии. Они муж и жена. И они очень благодарны были, что вот все-таки я эту девушку никуда не переселила. Как здорово. Не в неволе такой взяли на себя роль Купидона. Да, проводники соединяют судьбы, да? Да, люди общаются, знакомятся. Татьяна Николаевна, ну, вы сказали, 33 года уже работаете в железных дорогах. Да, и работаю. Где вы начинали 33 года назад? Начинала я 33 года назад на РЖД в городе Тында. Вы родом оттуда? Да, я родом оттуда. А вот возвращаясь опять же к истории про вот соединенные судьбы, то есть вначале девушка не хотела поселяться, то есть небольшая конфликтная ситуация. Часто ли вот сталкиваетесь в работе с конфликтными какими-то ситуациями, как-то вот есть уже своя сноровка вот выходить из них, так как вы выходите из победителем? таких ситуаций? Ну, просто надо их не создавать, и надо людей принимать такими, какими они есть. И вот, наверное, все-таки я выбрала профессию проводник. Мне комфортно с людьми. Утомляет ли это или есть все-таки своя романтика, какие-то вот нюансы, которые, наоборот, подпитывают? Вот что, можно сказать, небольшое путешествие, оно подпитывает энергией. Я люблю путешествовать, наверное, поэтому я и в этой профессии. Ну, подпитывает, как подпитывает. Когда человек любит свою работу и делает ее с душой, ему всегда хочется идти на работу и улыбаться. Верность профессии. Татьяна Николаевна, спасибо большое за то, что ответили на наши вопросики. Мы понимаем, что не мы одни в этом вагоне, есть еще люди. И Нужно тоже... спешить и делать основную работу, да? Татьяна Николаевна, спасибо. С наступающим вас. Еще раз спасибо за чай. Вас также с наступающим. Всех благ, здоровья, благополучия, удачи. И чтобы все было у вас хорошо. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Еще увидимся. Да, увидимся. Ну что, все пассажиры поезда уже расположились в своих вагонах, можно отдохнуть, но как раз таки работа начинается у работников поезда. И сейчас мы с тобой, Паш, в руках машиниста. Конечно же, наверное, главный человек, я думаю, ну, один из главных точно в поезде, ведь от него зависит и безопасность поездки, и вообще он должен, это самый высококвалифицированный, самый, наверное, сложный работник железнодорожной системы, именно непосредственно состава, да, движущегося. И как раз-таки наша коллега Полина Долинская сейчас в кабине машиниста находится, и она подробнее расскажет о всех тонкостях этой профессии, потому что я вот всегда представлял, что машинист сидит себе, да сидит, смотрит в окошко, просто что-то делает в экстренных ситуациях. Но на самом деле, конечно же, это не так. Самый важный человек.
С учетом размеров нашей республики и протяженности железных дорог, профессия машиниста весьма востребована и престижна. Каждый год молодые ребята решают взять управление локомотивом в свои руки. Впрочем, за флером железнодорожной романтики кроется непростая работа. Высокая ответственность, ночные смены, график работы часто бывает ненормированным, недосыпание и постоянное нервное напряжение. Ну и с годами, наверное, как-то так и вырабатываются вот эти качества в человеке, что и внимание, и концентрация, и романтика в это же входит. Только опыт и годы практики. Егор Калашников пришел в эту профессию по совету родителей. После школы поступил в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта и с тех пор работает машинистом уже 7 лет. При выборе типа локомотива решил связать свою жизнь с тепловозами, потому что, как сам признается Егор, они живые. Когда поступал, точно так же. Понравились тепловозы. Машина живая, машину чувствуешь, все работает и ощущаешь себя в ней комфортно. В электровозной тяге, ну, как по человеку мне, наверное, не нравится, поэтому не выбрал его. Однако просто отучиться на машиниста недостаточно для того, чтобы самостоятельно управлять многотонным составом. После выпуска все студенты получают специальность помощника машиниста и далее нарабатывают наезд на рабочем месте. Это занимает около 2 лет, после чего нужно сдать экзамен на квалификацию. Свою первую поездку Егор помнит до сих пор. Это была практика, в учебе. Меня поставили практикантом к локомотивной бригаде, машинист-помощник, и мы поехали работать на окно. Окно – это хозяйственные работы на перегонах. Ну и она у меня проходила, наверное, полсмены 12-часовой. Мне было очень трудно во все вникать, все понимать. А полсмены я не мог уже дорабатывать, потому что меня клонило в сон. Это была ночь, а я никогда ночью. Но тем не менее, когда я пришел домой, наверное, отоспался с поездки, мне понравилась она. Машинист должен вести поезд точно по графику, соблюдая правила движения, сигналы семафора и так далее. Ситуация на дороге меняется постоянно. Она может зависеть от погоды, от загруженности поезда, от других участников движения. Поэтому машинист дальнего следования всегда работает с помощником машиниста. От слаженности команды и настроя зависит многое. Готовы к управлению? Машинист поезда 317-го, вам отправление 7-го пути готов? Водитель железнодорожного состава – это работа для настоящих мужчин. За красотой пейзажа скрывается жестокая реальность. График работы у машинистов иногда строится так, что праздники приходится встречать в дороге. Больше скажу, прошлый Новый год точно так же ехал с пассажирским поездом, и он проходил вот на этом буквально перегоне Карбакан-Киргулях. Время было 12, мы следовали, Новый год начался, и мы также и вели поезд. То есть как Новый год встретили, так Новый год и провели. Да, скорее всего, так и происходит. Праздник праздником, а выполнять свои обязанности и работу нужно на совесть, на честь. Ваши пожелания нашим телезрителям, наступающий новый 2023 год? Как бы, наверное, не было в прошлых годах, в этом году все будет хорошо в следующих годах. И в следующем году Новый год отметим. Не нужно отчаиваться, опускать руки, жить дальше, несмотря ни на что. Всем хорошего настроения и счастливого Нового года. В поездах есть своя особая атмосфера. Это виды за окном, необычная смена пейзажей, ну и, конечно же, свои ритуалы, которые есть у каждого пассажира. Как только он садится в купе, что он делает? Что, он достает что-то? Да, он обязательно достает еду, которую ждал с того момента, как сядет, и начнет ее распаковывать. Вот это вот нами любимые яйца, отваренные вкрутую, курочка в фольге, этот спичечный коробок, в котором соль насыпана. Потом он достает колоду карт,
находит себе собеседника, партнера по игре и может перекинуться с ним в пару партий. Да, например. Ну вот я думаю, сейчас самое время узнать, какие же, может быть, ритуалы, традиции поездного, скажем так, путешествия есть у пассажиров, которые едут с нами в одном поезде. Сколько в поезде пассажиров, столько и историй. Мы уверены, у каждого история своя, невероятная, неповторимая. И сегодня вот в плацкарте мы заметили большое количество детей. И, как оказалось, вместе с детьми сопровождает их тренеры. Более подробно мы сейчас пообщаемся, с какой целью и куда они направляются. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, представьтесь, и Так. куда вы едете, с кем? Меня зовут Герасимов Валерий Максимович. Я тренер, преподаватель Республиканской специализированной спортивной школы Олимпийского резерва с города Покровска, филиал в Якутске. И вот мой напарник, он тренер тоже с Покровска, он сам из Монголии, монгол, мастер спорта международного класса. Да, поэтому вот мы едем со всеми детьми в город Хабаровск на дальневосточный турнир на призы Деда Мороза. Поэтому мы уже второй год ездим туда. Ой, как В преддверии Нового года очень такой интересный турнир, где собираются дети со всего Дальнего Востока, с Хабаровска, с Владивостока, с Амурской области, приезжают с Бурятии, с Читы. Возраст как раз у нас здесь едут и дети под игры, дети Азии следующие проверяем мы. Это 8, 9, 10, 11. Ну и самых маленьких, вот, которые начинают первые шаги в борьбе дзюдо. Мы занимаемся дзюдо и самбо. Поэтому вот наша такая представительная команда в количестве 26 детей и вот 2 тренеров. Ой, как много. Да. Ага. Ну, Сколько вам ехать? Нам ехать 2,5 суток. В прошлом году мы тоже ехали в Хабаровск, и там стала 3-й призерша, и вот Валя тоже стала 3-й призерша. Я тренируюсь у Валерия Максимовича, Герасимов Валерий Максимович, клуб Сахасамбо в Якутске. Нравится? А почему выбрала именно этот спорт? Я захотела, у нас в школе объявление повесили, и даже родителям не сказала, пошла туда. Через неделю говорю родителям то, что я дзюдо занимаюсь туда-сюда. Они ругались сначала, конечно, почему нам не сказала. И говорили, нет, ты не будешь ходить, но я все равно пошла. Молодец. Уже как 3-4 год уже тренируюсь. Видишь, и все не зря, да? Ты уже успехов добилась? Да. Молодец какая. Ребят, вот что бы вы хотели пожелать себе на Новый год? Вот предстоящий скоро праздник, да? Чего вам хочется больше всего? Стать чемпионом в этих соревнованиях. Хорошо. Так, а ты о чем мечтаешь? Я, то же самое. Я думаю вообще, чтобы не только эти соревнования выиграть, а вообще попасть в сборную России и также выиграть Олимпийские игры. Молодец. А ты о чем мечтаешь? Стать Сидит чемпионом дома. этих соревнований. Этих, да? Я хочу, чтобы я была чемпионка этих соревнований. Так, ага. О деньгах. Деньгах? Много денег? Сколько нужно для счастья? 10 тысяч или больше. Так, а ты? Я буду собаку. Собаку хочешь? Ой, а какую? Овчарку. Еще? А ты о чем мечтаешь? Хочу дорогие краски и выиграть на соревнованиях. Молодец. Ребята, всем удачи, пусть ваши мечты обязательно сбудутся, ладно? С Новым годом! Улыбаемся! Ура! Молодцы! Отрадно, что погода в Южной Якутии значительно теплее, чем в центральной части и в каких-то арктических районах. Но несмотря на это, все равно холодные какие-то дни бывают в любом случае. И в эту погоду, вообще в любую, в зной, стужу, снег, мороз и дождь, и жара. Работают они. Работают они. Представители одной из настоящих мужских профессий, это, конечно же, монтёры путей железнодорожных. И вот с их работой тоже бы сегодня хотелось, раз мы едем на поезде, по этим путям. Работа настоящих мужчин. Да. Познакомимся с ней.
Безопасность движения обеспечивают не только машинисты, но и, можно сказать, главные люди в каждой железнодорожной станции – это путейцы, монтёры пути. Они работают в любую погоду. Например, как в этот холодный декабрьский день, могут выйти в летний зной и осеннюю, можно сказать, промозглую погоду. Сами путейцы отмечают, здесь не каждый выдерживает такой ритм работы. Обычное декабрьское утро. Монтёры пути железнодорожной станции на Нижнем Бестяхе чистят шпалы от снега. Впереди еще несколько километров пути. Семен Варламов каждую шпалу знает наизусть. Ежедневной работой монтёров пути является содержание пути и стрелочных переводов. Для путейцев нет плохой погоды и выходных, ведь поезда идут постоянно. Основная работа наша – это снег чистить, чтобы безопасная езда поездов, безопасная езда пассажиров была. Мы все это смотрим. Это все наша путейская работа. В основном это в основном весной. А летом мы меняем, вот где старые гнилые шпалы, меняем шпалы. Путеец должен уметь и знать многое. Смену рельс, смену шпал, перешивку, разгонку рельсовых нитей, обточку рельс и выправку шпал. Работа тяжелая, в основном ручная. Но несмотря на сложность профессии, новые кадры приходят и остаются. Константин, доброе утро. Здравствуйте. Ну что, вы уже на ногах работаете? Да, конечно. Ну вообще тяжелая работа путейца. Во сколько лет вы работаете? 6-й год уже. Я учился транспортным техниками 2013 по 2016 году окончил. Потом в армии пошел и после армии сразу строил. Содержание пути – самый затратный пункт в эксплуатации дорог. Это сложный комплекс инженерных сооружений, в котором все жестко регламентировано и взаимосвязано. И от того, как обслуживается путь, напрямую зависит безопасность движения поездов. На этом участке с Нижнего Бестяха до станции Кырбыкан общей протяженностью 280 километров обслуживают более 40 монтёров пути. Труд путейцев очень ответственный и почетный. Многие продолжают семейные традиции. Династию путейцев, да, что у вас дедушка и отец. Ну, отец, да. Да, вот расскажите, пожалуйста, вот вы продолжаете этой династии? Вот откуда у вас эта любовь появилась к железной дороге, к поездам? Может быть, какие-то свои воспоминания есть? Может, вспомните что-то? Ну, вырос я просто на БАМе. Хабаровский регион, получается, там небольшая станция, ну, железнодорожная, получается. Ну, другой работы, кроме как железнодорожной, там перспективной такой работы не было. Ну и отец, получается, у меня железнодорожник, брат железнодорожник, я железнодорожник, жена тоже, получается, так получилось, что тоже интересно. железнодорожник, да. Какой тип людей? Все-таки какие люди выбирают такую профессию? Ну, не знаю, тяжело сказать, какие люди, но должны быть такие добропорядочные, ну, как надежные люди, которые в любой момент у нас как бы полувоенная организация, в любой момент могут взять телефон, ответить и выехать на работу там, обеспечить безопасное и бесперебойное движение поездов. В летний зной и зимнюю стужу, под проливным осенним дождем и в снегопад монтёры пути работают в любую погоду. Ведь если путеец не выйдет на участок, то пассажиры не доедут до своих станций, а груз не будет доставлен до места назначения. И даже в новогоднюю ночь путейцы будут работать. А Новый год-то ваша смена будет 31 декабря-то? В Новый год не моя смена. Моя смена будет 1 января будет. Если там все снег пойдет, я выйду. Скажут, выйду на работу. Ну, самое время до 1 января, да, рано утром встать, да, после Нового года, когда вся Россия спит, да, путейцы уже работают. Да, скажут, выйдем. Ну, все мы с вами знаем, что в прошлом году городу Алдану присвоено звание «Город трудовой доблести». И это действительно такая большая значимость не только для района, но и для Якутии в целом. И все это благодаря труженикам тыла, которые во времена Великой Отечественной войны добыли 16 тонн золота, горного хрусталя, слюды. Женщины, подростки, дети, старики, они
На драгах, на артелях старательных они занимались вот этими непростыми работами именно для того, всё чтобы... население, получается. Практически все население, когда мужская половина ушла на фронт. И, кстати, что еще примечательно, практически вся мужская половина Алданского района была призвана на фронт, и 7 из них получили ордена героев Великой Отечественной войны. Да. Ну вот, кстати, в следующем году, наступающим, Алдан отметит свое столетие со дня основания. И вот как раз-таки город трудовой славы, звание, полученное в прошлом году, мне кажется, станет отличным подарком для города, для горожан. И, к слову, о подарках, ну, Новый год к нам мчится, скоро все случится, сбудется. Что снится? Хотелось бы узнать, что снится вам, каких подарков вы, может быть, ожидаете. Ждем от Деда Мороза? Конечно, он же где-то, он же уже где-то рядом, может, за поездом бежит, догоняет. Ну, я, знаешь, наверное, буду банальной. Я бы хотела, чтобы мои близкие, мои родные были здоровы и счастливы. Для меня это самое главное. Для меня, наверное, главное исполнение моего главного и сокровенного желания, о котором я не буду рассказывать. Ну, я почему-то, если гадать, когда вот всякие же бывают одинаковые час и минута, вот такие вещи, я почему-то загадываю простое, банальное желание. Надеюсь, однажды сбудется, чтобы у всех все всегда было хорошо. И пусть так будет. Ну, я думаю, кролик, год которого приближается, ну... Всем нам подарит, всем да, нам несомненно. подарит желание. Хороший год будет. Обязательно. Кролики – это, конечно же, не только ценный мех, но и символ нового 2023 года. Причем грядущий год – единственный случай, когда один год символизирует сразу два разных животных. Это и кролик, и кот. Кролики – очень милые животные, прекрасно адаптируются к домашним условиям, не требуют уличного выгула, быстро становятся ручными и даже способны выучить несколько простых команд. Очень дружелюбные, очень прекрасно относятся. Не знаю, вот я их не хозяйка, да, и они меня любят, и очень дружелюбные. Будет наблюдать и за своими хозяевами наблюдает, и наблюдает за окружающими тоже животными, сопутствующими. Идея заняться разведением кроликов появилась у Ольги Васьковой неожиданно, но к такому испытанию она была готова, имея накопленный опыт содержания большого подсобного хозяйства. Кролики покорили Ольгу Николаевну практически сразу. Потому что они забавные, интересные. Мне очень нравится смотреть и наблюдать их жизнь, как они себя ведут. Ну, в общем, вот эти вот такие маленькие комочки дают нам радость. Я очень рекомендую иметь дома вот такого красивого кролика. Кролик олицетворяет семейственность, поэтому можно ждать, что в этом году наладятся дела в семейных отношениях, а в доме воцарится хорошая атмосфера. Конечно же, не все зависит только от зайца или кота. Людям важно самим нести добро, чтобы получить его в ответ. Так в семье Ольги Васьковой появился шикарный черный кот. Сначала я его не могла принимать. Как бы я не понимала, что у меня кот. Да, ну, обычно собачки, кролики, а теперь вот кот. Милые пушистые кролики и коты являются символами уюта и тепла, а также ценят стабильность. А значит, можно ожидать, что и год с такими символами будет спокойным и мирным. За время нашего эфира мы о стольких интересных профессиях узнали, которые позволяют этому локомотиву, этому поезду двигаться, и это столько много интересного и необычного. Да, ну, кстати, одна из профессий – это дежурный станции. Это человек, от которого жизнь станции, любой станции, много железной дороги, от которого жизнь этой станции зависит. То есть это прием поездов, их перетасовка, разводка, перецепка, и там очень много всяких терминологий, которых я не знаю, но примерно пытался описать в двух словах часть, толику лишь того, что делает дежурный по станции. И вот как раз прямо сейчас время узнать об очередной важной профессии на железной дороге. Маршрут от М9 на 3 свободно готов, М9 белый. 791 на хвосту, М9 белый, осажденный, 3 свободно, сигнал. Составитель до вокзала осади.
Знакомьтесь, это дежурный по станции Ольга Соломина, специалист по движению поезда. Именно благодаря ее работе на станции Алдан в эту новогоднюю ночь бесперебойно будут двигаться поезда по своим маршрутам. Казалось бы, в век информационных технологий все автоматизировано, но для бесперебойной работы движения поездов присутствие человека обязательно. Занимаемся формированием поездов, постановку вагонов на тупики, подача, уборка обязательно своевременная. Работаю я здесь 19 лет. Принимаем грузовые, пассажирские поезда, хозяйственные поезда. Ольга занимается распределением по путям прибывающих на станцию поезда. Если раньше все это делалось вручную, то сегодня, благодаря современным технологиям, надо лишь нажать на кнопку компьютерной мыши, и поезд, прибывающий на станцию, заедет на свободный путь и далее проследует по своему маршруту. Раньше у нас стрелочные переводы переводились вручную, то есть мы выходили в парк и переводили их вручную. Сейчас система автоматизированная, все переводится при помощи мышки. Встречать прибывающий поезд – это оказалось лишь часть работы. Далее каждый поезд с вагонами распределяет по своим маршрутам. Каждый, наверное, видел грузовые и пассажирские поезда с дополнительными вагонами. Это вам лишь кажется, что вы едете цельным поездом до своего пункта назначения. Практически на каждой большой станции поезд расформировывают и направляют по новым маршрутам. Этим занимается отдельный человек, и их называют составителями поездов. Моя задача, прибывший поезд на станцию, сортировать в разные направления. Это Нижний Бестяг, Томмот, Нижний Куранах. А также имеются свои вагоны, алданские именно, местные. Их подаем под выгрузку. Подача, уборка. Это получается обслуживание подъездных тупиков. Такая работа ведется на станции 24 часа 365 дней в году с каждым прибывающим поездом. Сменяются только люди. И даже в новогоднюю ночь, несмотря на то, что люди будут праздновать Новый год, что дежурный, что составитель поездов будут вести бесперебойную работу. И благодаря их труду, выехавший из станции Нижний Бестяг в новогодние каникулы точно доберется до своих родных и близких. Ну что, друзья, пришло время подкрепиться, но, как известно, 31 декабря обычно мы не особо следим за правильным питанием, диетами. Мы сразу готовим себе завтрак на 1 января. И как раз-таки такое блюдо мы с Пашей и приготовим. Да, классика Нового года – это, конечно, что, оливье. Вот и оливье классическое во всех смыслах этого слова. Единственное, что в пути очень трудно отварить морковку, а взять ее отваренную с собой мы почему-то немножко не додумались. Тем не менее, оливье, я думаю, у нас получится. В общем, что нам для классического нужно? Это, конечно, нарезать... Классический набор продуктов. Классически нарезать картошку. Вообще в оливье стараются делать все-таки такой мелковатый кубик под горошек. То есть есть такой принцип, что все ингредиенты должны в конечном итоге, то есть их кусочки, размеры должны соответствовать друг другу. Между прочим, я читала, что повара ресторанов, у которых есть звездный Мишлен, они как раз-таки и отличаются тем, что у них каждый ингредиент, будь то салат или какое-то второе блюдо, или первое, оно все одного единого размера. Да, и опять же о мастерстве говорит. Ну и эстетическом удовольствии, конечно, как говорится. У нас и большому куску рот радуется, но когда это еще и красиво, это обязательно хочется. А тут даже не только в красоте вопрос, просто когда еда одинакового размера, она равномерно распределяется по полости рта. Давай будем складывать свои немножко неправильно, может быть, но мы опять же в полевых условиях. Если честно, то есть я первый раз при таком покачивании поезда готовлю, пытаюсь более-менее ровно нарезать это, но пока получается. Я опять же привык орудовать шеф-ножом дома, таким с большой пяткой, но здесь мне приходится использовать вот такой нож. Кстати, что касается истории, между прочим, национальный новогодний салат оливье только в России. Вообще, а придумали его все-таки у нас или не у нас? Итальянцы. Итальянцы придумали.
Да. И насколько оригинально и отличается от того, что у нас сейчас на столе? Мне почему-то кажется, что Намного. и итальянцы в оригинальном рецепте использовали так, как все-таки, вот, допустим, взять за основу пиццу, не за основу, а как пример пиццу, где используется колбаса пепперони, то есть такая копченая, да, остренькая колбаска. Почему-то кажется, что-то наподобие такого использовалось Пицца и там. оливье? Нет, не пицца оливье, а пицца пепперони есть. Есть. Вот, там используются колбаски. Вообще во многих пиццах используется колбаса. И мне кажется, что в оригинальном рецепте действительно была какая-то вот подобная история. Ну а что же касается оригинальности, если хочется попробовать что-то нового, но не сильно болезненно эти изменения привносить в новогодний стол, то вы можете разнообразить какими-то дополнительными ингредиентами. Также вы можете добавить какие-то сухарики из хлеба-багет, которые подготовлены накануне. Либо вы можете вместо привычной заправки из майонеза использовать какой-нибудь интересный соус. Можно смешать его с соусом бальзамик. Тоже получится такой пикантный вкус. Ну, опять же, про нестандартность. Сейчас очень много вариаций оливье, то есть это может быть телятинка, говядинка вареная, язык отварной. Ну, курочка копченая. Классика, все-таки колбаса, мне кажется, что-то родом из Советского Союза, да? Обязательно докторская, без Обязательно жира. докторская, без жира, потому что жирненькая – это, ну, не так полезно, возможно. Конечно, в целом салат, заправленный майонезом, тем более сегодня мы все используем майонез, как правило, покупной, это уже не такая уж и безопасная для здоровья история, скажем так. Посмотрим. А колбаску? Колбаску мы добавим обязательно. Я пытаюсь сейчас добавить горошка. Кстати, что касается традиции новогоднего стола в вашей семье? В принципе, каких-то определенных в этих пунктах меню у нас нет. То есть мы что-то вот решаем заранее, давай приготовим такое-такое. Однажды доводилось даже стейк готовить из говядины в новогоднюю ночь. Ну, в целом было необычно. Кстати, в прошлом году, по-моему, и было. Колбасы, возможно, я нарезал чуть больше, чем нужно. Ой, она у меня пытается сбежать. Что ж, все ингредиенты у нас в принципе, готово. Готовы. Самое Осталось... главное, это, конечно же, соль по вкусу. Тут в этом деле главное не переборщить со специями. И, Кстати, конечно такой... же, после этого мы добавим просто заправку традиционную. Заправим наш салат этой горсткой майонеза. И хорошенько перемешать. Давай. Вот, кстати, перемешивание – это не моя сильная сторона в кулинарии. У меня все время потом все на столе оказывается. Тем не менее, вроде сегодня это получается очень... Может быть, это тряска. Скорее всего, гравитация вот помогает, это да. вот именно. Она устаканивает, так скажем, все ингредиенты. Балансирует мою... Да, не дает им возможности вылететь из тарелки. Да. И по виду выглядит очень вкусно и очень даже по-новогоднему. Ну, сейчас я еще морковку со дна, так сказать, подниму. Да, приподними ее. И добавь ярких красок. В принципе, они есть. Вот у нас морковочка. В целом мы можем еще вот так вот это все подкрутить, собрать в горочку. Ну и, допустим, для подачи наше блюдо готово. Пожалуйста, можно 1 января. У каждого человека, мне кажется, в холодильнике вот такая история на завтрак будет обязательно. Приятного аппетита! Я думаю, для многих важный ритуал перед наступлением Нового года это было, конечно же, написание письма Деду Морозу. Вы, кстати, ребята, писали такие письма? Конечно, конечно. Ну, я человек современный, я ему по WhatsApp отправил. Здорово! Это, конечно, все шутки. Я сходил на почту, да, в конвертик как надо, все, марку клеил сам, не брал конверт с готовой маркой. Ну вот как раз немножко осталось, мы скоро уже прибудем до нашей конечной точки, город Алдан, где ждем с нетерпением встречи. Я думаю, дети тоже ждут с нетерпением встречи. Кстати, дети с Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, потому что все-таки, несмотря ни на что, ну, я думаю, новогоднее волшебство, оно должно быть для всех детей. Взрослые еще, ладно, могут потерпеть, а вот детишки все-таки, ну, хочется, чтобы праздник у них был в любом случае, и он несмотря... обязательно будет. Вот, кстати, недавно на днях они написали письма Деду Морозу.
и мы их желания постараемся исполнить. Уроки у воспитанников Алданского центра семейного устройства завершились, а впереди много дел. В канун главного праздника учебная комната превращается в мастерскую. Именно здесь создается новогоднее убранство. Творческий процесс продолжится до самого ужина. Мы берем снежинку для начала, берем ниточку, отрываем, потом насовываем, потом узелок делаем и все, готово. Я мастерю зайчика на Новый год. Я делаю дом новогодний с елкой и украшаю елку сейчас серебристыми блесками. Совсем скоро центр семейного устройства преобразится. Хозяева и гости попадут в волшебную зимнюю сказку, где возможны любые чудеса. Идей у ребят масса. Для воплощения некоторых задумок требуется немало времени, старания и изобретательности. Украшения делаем на коридор, на групповые комнаты, телевизионка у нас есть, там елку уже мы поставили, и мы все украшаем. В этом году нам досталась тема, сказка «Серебряное копытце». Вот у нас будет там тоже олень, домик мы делаем, и вот будет такая арка со снежинками, тоже как вход в сказку. Конечно же, на праздник в Центр семейного устройства обязательно придут Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Добрый волшебник исполняет любые желания, и в предновогодней кутерьме нужно непременно отправить Деду Морозу письма. Я попросил робота на пульте управления. Я попросила большого мишку. Лего-танк. А почему лего-танк? Люблю лего собирать. Весь год мальчишки и девчонки вели себя примерно, слушались воспитателей, помогали младшим товарищам и хорошо учились. Конечно же, Дедушка Мороз обязательно исполнит их желания. Письма писали все охотно, да. В основном сейчас ребятишки увлекаются лего, конечно. Многие просят лего. Девчонки у нас любят мягкие игрушки. Есть детки, вот тот же у нас Димочка, он любит лепить из пластилина. У нас уже целая коллекция, и вот он просил такой застывающий пластилин. Послания Дедушке Морозу написаны и отправлены, и теперь мальчишки и девчонки готовятся к встрече самых долгожданных гостей. Мы до этого, пока добирались до Алдана, познакомились с работой железнодорожного сообщения в принципе, узнали, допустим, как управляется поезд, мы познакомились с работой машиниста, а сейчас у нас есть уникальная возможность познакомиться вообще с управлением всей железной дороги в нашем регионе. Мы находимся, можно сказать, в главном центре, где происходит управление, это главный офис железных дорог Якутии, и мы сейчас узнаем, собственно, как же вообще обустроено все в глобальном масштабе. Да, и сегодня мы очень рады пообщаться и познакомить вас с Василием Владимировичем Шимохиным, непосредственно генеральным директором акционерной компании «Железные дороги Якутии». Здравствуйте. Василий Владимирович, вопрос такой. Железные дороги для региона в целом, это на самом деле, возможно, еще не такое масштабное событие. То есть десятилетиями привыкли добираться до всех точек мы самолетом. Но сейчас, можно сказать, юг Якутии, основной, он уже покрыт железнодорожным сообщением. Насколько сильно за последние годы пассажиропоток увеличился? Управление железной дороги находится в бывшем штабе авиационного отряда, Алданского авиационного отряда. Когда-то это было большое предприятие, несколько тысяч человек работающих. И именно штаб отряда находился вот в этом здании. После того, как авиация на юге немножко уменьшил объемы, теперь здесь находится штаб железных дорог, здесь находится центральная диспетчерская. Отсюда мы управляем всей железной дорогой, которая, так сказать, находится почти 1000 километров от Неринга до города, на Нижнем Бестях, мы говорим до города Якутска. Безусловно, пассажирские перевозки начались мы с 2004 года на участке Беркакит-Томот.
А потом уже в 2011, когда пришла дорога в Нижний Бестях, и 2 года назад мы запустили регулярное движение до Нижнего Бестяха. Действительно, с каждым годом увеличится. В этом году у нас взрывной рост, мы почти на 60 с лишним процентом увеличили перевозки. Это особенно связано с тем, что мы делаем прямые вагоны, прямые поезда до Благовещенска, до Владивостока, до Иркутска. Пользуется очень хорошим спросом этот вид транспорта. Это стабильно. Ну, призывать сегодня к тому, как работает железная дорога, нет смысла. Просто я говорю, что это взрывной сегодня объем. И сегодня действительно мы этот год очень хорошо с точки зрения пассажирской отработали и смотрим в перспективе на следующий год. Василий Владимирович, ну интересно узнать, сами ли вы ездите по железным дорогам? Вы сказали, что по долгу службы вам прям вы необходимо. обязаны. Да, 2 раза. Безусловно, сам я езжу железной дорогой, пользуюсь железной дорогой и на своем, конечно, вверенном мне участке, и, безусловно, на других, так сказать, участках, и в Хабаровске, и в Благовещенск приходится ездить поездом. Желаем в наступающем году, чтобы уже хотя бы в следующем, хотя бы каждый второй уже воспользовался. Ну, мы надеемся на это и думаем, что так и будет. Ну, а вам, так сказать, удачи дальше поработать здесь, в нашем районе, ну и проехать дальше по той программе, по той хорошей инициативе, которую вы, так сказать, сделали, чтобы это все прошло. Вот мы добрались до главной цели, к которой стремились всю нашу поездку. За нашей спиной находится Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Детки еще не представляют, какое чудо, какое волшебство мы для них подготовили. Мы ждем с нетерпением и волнением встречи с ними. Команда программы «Утро Якутии» подготовили сюрприз для наших маленьких телезрителей. Пойдемте и подарим им волшебное новогоднее настроение. В восхищении и удивлении замерли воспитанники Алданского детского дома при виде Деда Мороза и Снегурочки. Хоровод будем водить? А в игры играть будем? Ну тогда встаем. Дружно встали в хоровод и охотно запевали известные новогодние песни. Практически все ребята порадовали Деда Мороза и Снегурочку стихами. В свою очередь, зимний волшебник поблагодарил детей и вручил им долгожданные подарки. Давай, послушаем тебя. Метель под Новый год. Снег пусть тихо ходит, а ветер не дает. Держи тебе за стихотворение подарок. Ну, приехали мы известно откуда, самого-самого холодного севера. Цель у нас обычная, незамысловатая. Поздравить детишек с Новым годом наступающим, подарить им подарочки, чтобы создать им новогоднее, праздничное, волшебное настроение. Подарить ребятишкам чудо, ну и, конечно же, посмотреть, как они выросли с прошлого года, поиграть с ними в развивающие игры и просто веселые и интересные, поводить хоровод вокруг елки. Мы привезли с собой подарки, но собрать их нам помогали наши помощники Деда Мороза и Снегурочки. Это магазин «Развивайка» в городе Якутске и водоканал города Якутска. Благодаря им мы смогли сегодня порадовать детей, максимально, насколько это возможно. В итоге положительные эмоции случились не только у ребятишек, но и у всего персонала Алданского центра. Вообще приезд был очень неожиданный и очень приятный, потому что вы первые гости, которые решили поздравить с Новым годом наших ребятишек. И поэтому вот эта неожиданность, она несет детям непосредственную радость, и непосредственные эмоции, которые вы могли увидеть при встрече с Дедом Морозом. Я еще
впечатление мероприятия. То есть вот наша большая семья, то есть персонал и дети, вот мы благодарны вот, телеканалу 24 Якутия, благодарны за то, что нашли время. Вот, несмотря на плотный график вот, предновогодний, да, все-таки нашли время, вот, нашли средства, вот, приехали к нам. То есть и мы вам очень-очень признательны и благодарны. Очень приятно, конечно, что вы свою работу строите на нравственных принципах, что вам не чуждо сегодня детство и сиротство, то есть как бы вот. И мы думаем и надеемся, что это станет хорошей, доброй традицией на будущее. Я думаю, что в значительной мере помогут нашим детям поверить в себя, вот, поверить в людей, знать, что добро есть, и поэтому, то есть это будет их в будущем мотивировать. Спасибо вам большое еще раз от себя, от детей, от коллектива, от детей. На сегодня наполняемость Алданского центра 80 койко-мест. В данный момент проживает 54 ребенка, социальный статус которых – дети-сироты и дети, лишившиеся попечения родителей. Глядя в их радостные глаза и довольные улыбки, мы поняли, что все задуманное нами получилось. Каждый из них ждет чуда. И пусть это чудо обязательно произойдет. А ощущение праздника и хорошее настроение никогда их не покидают. Что ж, на этом наш необычный новогодний выпуск «Утро Якутии» подошел к концу. Нас с такой теплотой здесь встретили, и, пожалуй, эта командировка останется как одной из самых незабываемых. А значит, есть повод снова вернуться на алданскую землю. Ну а нам пора возвращаться в свой родной Якутск. Наш новогодний экспресс поздравляет всех наших телезрителей с новым 2023 годом! С Новым